Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы сегодня по адресу Строителей 30 в гостях у Нины Федоровны и Павла. Приветствую вас. Добрый день. Павел. Саляму алейкум. Очень, смотри, какие слова знает, да, еще очень приятно. Проходите. Мы сегодня в гостях у, наверное, правильно сказать, у Павла, да? Да, у Павла. И у его мамы, у нашей замечательной Нины Федоровны. Слава Богу за все, понимаете? Да, Слава да, Богу. да, Вот когда мы кого-то там ропщим, вот не надо роптать. Слава Богу за все. Вот Да, и да. ему, вот и мне его Господь дал, и он так, по-моему, по-божьему воспринимает жизнь. Знаете, он мне инвалидность подарил для того, чтобы я ему отдал и жизнь, и душу. То есть вот мне был инвалидность, я воспринимаю как подарок от Бога для того, чтобы вот ему отдать то, что я ему могу отдать. Стихотворение сразу, коллега. Он Он не имел ни рук, ни ног. Он сам ни есть, ни пить не мог. Он человека был кусок, таким его уж создал Бог. Но у него была душа, большая, как воздушный шар. Он всей душой любил того, кто сотворил таким его. На жизнь свою он не роптал, глядел в окно, псалмы читал, а кто калеку обижал, за тех молился и прощал. Еще мечтал он рисовать, ведь мог он кисть во рту держать, и рисовать он стал того, кто сотворил таким его. Он все лежал или сидел. Казалось, был он неудел. Он только песни петь умел, да в небо синее смотрел. Но иногда отца просил, чтоб в церковь тот его сносил. И в церкви пел он про того, кто сотворил таким его. Он не имел ни рук, ни ног. Он сам ни есть, ни пить не мог. Но приукрасил церковь он. Взирал Господь с его икон. Ну а потом его душа летела, как воздушный шар, прочь от земли, под кров того, кто сотворил таким его. Это притча. Автором ее является заслуженная артистка России Светлана Копылова. Он хочет сказать, что вот точно так же, что вот тот не мог, но он посвятил этому. Павел тоже, он много чего не может, но он может читать. Его так научили, был такой человек в жизни. Галина Федоровна Морозова, Царство Небесное. Небесно. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Ну и вот он сам, Господь ему послал, он пишет. Вообще я стихи начал писать с 2000 года, когда первый раз посетил с родителями Раивский монастырь, очень известный. И вот там, после того, как приложился к чудотворной иконе Божьей Матери, я стал писать стихи тут же. То есть получилось как? Вчера приложился, сегодня по приезду домой уже написал стих на компьютере. То есть мне что еще существует? То есть я вот стих на компьютере, если пишу, то я его пишу вообще без справки. То есть, вот я могу, я там с мамой советую, чтобы она там какие-то знаки препинания посмотрела, запятые посмотрела или еще что-то. Но ни одно слово, вот как слово на бумагу легло, ни одно слово я больше не меняю никогда. На живописном озере есть монастырь Раив. В сиянии куполов своих он сказочно красив. Святые братья и отец смиренно там живут, и, вознося хвалу святым, молитвы им поют. Покой, уют и тишина царят в монастыре. Сияют ликами святых оклады в серебре. Дрожащий свет церковных свеч мерцает в вышине, и запах ладана густой плывет навстречу мне. Сюда идут паломники из самых разных мест.
Зовут их в дальний путь Господь да православный крест. Я посетил Раивский храм, и трепетна душа внимала благости святой, тогда едва дыша. Тот звон его колоколов во мне с тех пор поет, и память светлая о нем в душе моей живет. В прошлом, по-моему, в прошлом году, когда мы были, мне была подарена вот эта вот такая икона. Это вот та самая... Это от братьев монастыря. Это от настоятелей и от братьев монастыря. Но это та самая чудотворная икона, после общения с которой, вот такого молитвенного с ним общения, я именно и стал писать стихи. Вот я прошу прощения, это вот это стихотворение, которое ты прочитал, это вот он и написал. Он первое, Вот это первое стихотворение. Вот это самое первое стихотворение. Раивский монастырь, это было мое Первое. самое первое стихотворение в жизни. Как правило, мы в своих таких встречах немножко хотим узнать поближе жизнь, быт наших героев. Как вот просыпается Павел? С чем, как он просыпается? Как он проводит свой день? Вот чуть вкратце. Ну, день... С молитвы начинаешь прям. Ну, день, так скажу, как есть. День у меня с молитвы, потом гигиена, потом, значит, какие-то смотрю программы или фильмы, но чаще всего и больше всего я провожу, конечно, времени за компьютером, потому что мне это необходимость для общения, потому что не очень часто могу встречаться и общаться. Поэтому я пользуюсь услугами современных гаджетов. Значит, Да. все-таки для инвалида-колясочника вот такой тяжести, как у него, он достаточно часто бывает в обществе. Мы с ним посещаем городские мероприятия, какие-то концерты, храмы, и так далее, какие-то- храмы, и с людьми, так что он достаточно Да, то есть- активен. Для такой тяжести его заболевания Да, наверное, он достаточно всё-таки. активен. Я благодарна Богу, и вот я согласна с Павлом, что вот у какого-то такого, знаете, ропота, что почему, за что, я не считаю, что за что. Ну вот как-то некоторые Для говорят, чего, за да. что мне послал Господь вот такое испытание. А я считаю, что мне Господь не за что, а для чего послал. Я Очень считаю, что хорошо. Он мне послал это испытание для того, чтобы я поняла и пропустив через свою душу, могла и другим помочь. Вот я считаю, Вот. что не за, а для. Да, очень хорошо вот вы так трактуете. Вот эта наша передача, у нее как бы цель, чтобы мы были ближе друг к другу. Вы сейчас сказали такие, ну просто главные слова, когда человек, оказавшись в такой данной ситуации, он такого по себе задает. За что? И знаете, смысл вот этих встреч – это именно поставить правильный вопрос. Для чего? Для чего? И даже вот эта передача, она для чего? Для того, чтобы тот, кто на той стороне сейчас смотрит на нашу передачу, они понимали. Они брали пример. Мы даже просим наших героев, чтобы они как-то даже, может быть, вот в камеру, что ли, да, тем людям, которые вот вопрос задают, за что, да, не за что. чтобы им что-то сказать. Павел. Некоторые люди начинают на это, вот, что вот я инвалид, мне там что-то плохо. Ты не людям это транслируешь, ты Богу говоришь о том, что ты, вот а ты зачем меня такие? Ты понимаешь, ты человек, который так говорит, он Богу ставит в вину то, что вот он такой. Поэтому надо просто научиться жить. И надо научиться нас, в смысле инвалидов, не бояться. Не далее, как вчера, по-моему, да, я, знаете, так получилось, вот я для себя даже сам удивился, в 40 лет написать сказку. «Три брата» или «Доброе сердце», «Божья дверца». Интересно. Ну, сейчас надо это как-то в театре сделать постановку сейчас. Ну, дай бог это сделается, только
надо-то ведь еще, это ведь должно быть не просто постановка в театре. Люди должны понимать, что Не прочувствовать должно. этот спектакль, его надо не играть. Его надо, понимаете, его надо, вот это надо прожить. Действительно, все события, которые происходят, они происходят по воле Божьей. Это понимает верующий человек. Тот, кто дальше от Бога, он, к сожалению, может это не понимать, грустить, предаваться эмоциям и искать выход какой-то другой, наверное, может даже какой-то греховный, скажем, как это сказать? На греховной дороге, скажем так. Да. А мы собираемся, мы встречаемся. Во-первых, мы сами получаем вот эту духовную какую-то поддержку, сами встречаем. И мы укрепляемся. Я очень благодарю вас, то, что вы нас на этот раз встретили здесь у себя дома. Мы огромную пользу получили, надеемся, и вы тоже от этой встречи получили. Ну и надеемся, наши зрители тоже получили от этого пользу. Поэтому благодарим вас, благодарим Павел Спасибо, вас. И Господи. дай Бог, чтобы мы были полезны друг другу, дай Бог, чтобы мы были ближе друг к другу.